Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырывахытельне булдыр, радиотлегени мирзем, тада телекураганзем, шак самантра и бир таваныс хагалкаларыма бушлат бір берін баян пиде кыткыз калажу мәжіндезесіне бір баян чываш сень, күнжулне чываш сень историне пиде тарын ты Марьяна свар теми бірге калажы бір ку кыткызы иду дезе балыртмала мәжіндезесін чилай авторитетлос чахта вылышыт унзыр бушне палахынде халі-халық теп шеп жеземде свара тебе хурза чываш ятнеде унрангаларны дел булат тада тыде палах ку иду бірге кыштак пирань официала наука чываш пашал гуманитариослы хесени институчы мен жутланыне пэльзесін лайық болмала жамынбада и бир баян ядарлаза свары идывне халалаза бір галарым кергелес теремір. Перім батрағын арабаян Андрей Сергеевич Сараев, вылберни историю слыхизень кандидаче, шанбегех чываш патшал гуманитарио слыхизень институчень, истории енебе, эшлезе драган наука эшчене. И бербан жабах сварди мне шекле баренде. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня действительно очень сложная тема, тема, которая, наверное, болезненна в какой-то степени для чувашской исторической науки. Тема суварского народа, суваризма и так далее. Вот, хотелось бы об этой проблеме сначала немножечко послушать, как она вообще возникла, почему сегодня мы можем говорить о том, что суваризм – это достаточно тупиковая идея развития чувашской истории, и на чем это основывается? Да, вы правы, что это во многом тупиковая линия, она очень популярна у общественников, и это понятно, потому что люди неравнодушные к своей истории, к своей культуре, они всегда ищут какие-то смыслы, которые можно развивать. Это иногда имеет коммерческий смысл. Вот мы имеем названия разных учреждений, ресторанов, гостиниц, или вот этнокомплекс, который в Татарстане Новый Сувар. И вот в таком плане каких-то возражений нет. Другое дело, когда пытаются в научном плане или даже в таком этносоциальном плане назваться суварами, там, в переписи населения, как-то себя идентифицировать. И здесь уже есть вопрос, а на чем это держится? Потому что мы знаем, что был такой город в Волжской Булгарии под названием Сувар. Мы знаем также, но не все знают, что Сувар упоминается только в арабском написании. А проблема арабского написания, к чему мы будем возвращаться, я думаю, по ходу беседы, связана с тем, что там не обозначаются гласные. Поэтому даже вот само вот это произношение Сувар, оно не совсем очевидно. Вот даже сейчас вы когда по-чувашски объявляли, вы говорили Совар, да? Совар, да. Вот. И действительно, какой-то гласный там мог быть, а могло и не быть. Вот, потому что в арабском написании там есть такая буква ВАВ. Она соответствует английской W. То есть полгласная, то, что называется. Свар. Да, вот может и так. А когда мы себя объявляем кем-то, мы думаем, что вот в науке это так твердо установлено, можно ссылаться на авторитетов. И, к сожалению, вот это особенно в последние, уже не год, наверное, даже десятилетия, с 90-х годов это активно стало возрождаться, возник такой информационный шум, что называется. Когда много разных людей говорят о чем-то, это кажется истинным, да, создается такая завеса дымовая. И ведь многие авторитетные ученые тоже они придерживались этой точки зрения. И поэтому очень сложно бывает переубедить. Вот буквально несколько дней назад на сайте Чуваш.орг, в общем-то, авторитетный общественный деятель, ученый Виталий Петрович Таньел так написал: а что, сувары с неба свалились, что ли? В каком-то смысле с неба. Вообще, хотелось бы узнать, как вообще суварская теория, она возникла, откуда растут ее корни и почему она так смогла укрепиться в какой-то степени, потому что на самом деле, если смотреть, вообще в целом, если смотреть на суварскую гипотезу происхождения чувашского народа, то она как бы держится на тех же тезисах, на которых держится булгарская теория, но в то же время суварская как будто бы ей полностью противоречит, хотя те же самые аргументы за основу берутся. Я не совсем понимаю, зачем эта версия у нас вообще идет, если она не настолько обоснована, почему ее придерживаться, в то время отвергая, например, булгарскую версию. Не совсем понятно, действительно. Вот уже сейчас я могу опираться на свои опубликованные работы. Несколько статей вышло
часть еще вот в печати находится, часть готовится к печати. Я довольно долго исследовал этот вопрос. Я тоже подходил, вот как и вы, со стороны, просто слышал Сувар, знал, что есть город, и решил перепроверить все источники доступные. Их, на самом деле, не так много. Это не очень сложно сделать. И оказалось, что не совсем из источников она исходит. Здесь как-то удивительным образом сошлись как раз вот общественно-политические настроения, научный поиск и проблемы неполноты источников. И вот в такой комплекс. Суварская проблема, даже, можно сказать, может быть, в отличие от булгарской, она, наверное, даже в 3 существует измерениях. Есть проблема, не связанная с чувашами. Есть проблема идентификации города Сувар в Волжской Болгарии. Как бы вот просто такая сугубо историко-географическая, что вот в начале 19 века стали находить монеты саманидского происхождения, то есть среднеазиатского в современном понимании. И там были начканы, где читалось какое-то слово. И вот в публикациях первой половины 19 века читали Сивар. Вот как я говорил, это гласное. А потом почему-то стали Сувар читать. И поняли, что был какой-то город. Источников, упоминающих этот город, тогда еще не знали. Их стали находить чуть позже. Там, вот в первых публикациях ссылаются на такого арабского географа Ибн Хаукаля. Потом уже, ближе к 20 веку, стало понятно, что арабские географы примерно один и тот же текст цитируют. И возникла концепция, что был некий свод данных, который мы не знаем точного источника данных, но был какой-то прототекст, который множество арабских географов так или иначе повторяли. Вот, что есть булгар, там защитники веры, мусульмане, а рядом с ним Сувар, и там тоже защитники веры и мусульмане. И вот так из монет, найденных к тому, скажем, к середине 19 века арабских текстов, поняли, что есть такой город. Ну, хорошо. Насколько я помню, в какой-то эпитафии волжских булгар упоминается город Мунсувар, да? Да, эпитафии. Тогда же, в начале 19 века, в первой половине, стали находить эпитафии читать. И там действительно стали находить вот эту приставку к имени Сувари, что-нибудь в этом духе, что выходит из Сувара. Ну, и стало понятно, что вот есть такой город. Слово «чуваши», я хочу обратить внимание, вот на этом раннем этапе в научных поисках не возникало. Причем здесь чуваш-то? Ну, вообще, насколько я помню, чуваш и сувар связали именно из-за того, что допустили версию существования какой-то затацированной формы слова сувар. Сувас. Да, это происходило несколько раз. Еще, опять же, в середине 19 века, об этом многие исследователи знают, вышел такой справочник «Список населенных мест Казанской губернии». И автор раздела о чувашах Артемьев, очень эрудированный человек, он первый сказал, что «а можно ведь в надписях прочитать Сувас». И это действительно будет похоже на чуваш. В XIX веке на этот текст никто не обращал внимания, но вот первое предположение – это предположение середины XIX века. А зачем вообще это надо было? Потому что другая совершенно линия исследования, вот я говорю, в 3 ипостасях есть проблема суварской. Мы с вами вот примерно год назад в эфире об этом говорили. Слово «чуваш» в источниках появляется только в XVI веке. Понятно, что чуваши народ древний, и они должны были быть известны, да? О том, что чуваши могли быть потомками булгар, предполагал еще Татищев, поэтому... Он даже утверждал. Утверждал. Тут тоже не нужно обманываться насчет Татищева. Татищев был государственным деятелем, он не был ученым в современном понимании, да и науки еще в современном понимании в начале XVIII века не было. Но он был глубоко эрудированным, образованным человеком, и более того, он работал здесь, на Урале, в Поволжье, и он чуваши просто знал. Поэтому он довольно часто в первом томе своей истории упоминает чуваши. И он знал, что он татар, это татары. А вот были булгары, их нет. Почему бы не быть чувашами? А потом, я думаю, здесь нет какой-то глубокой проработки. Просто если мы произносим сувар, например, не сивар, и чуваш, увар. Да? То есть по слогам чу-ваш, сувар. Совпадает. Почему бы не предположить? И вот так на созвучии несколько раз в течение XIX века высказывалась эта точка зрения. Вторым ее высказал венгерский, вот это я как раз обнаружил в ходе своих исследований, венгерский исследователь Бернат Мункачи. В конце XIX века. И более того, хочу сказать, что именно вот эти исследования Мункачи, они вообще не касались сувар. Они касались... Вообще все венгерские ученые, востоковеды, они исследуют корни венгров. И вот исследуя корни венгров, а понятно, что венгры пришли из Азии, они попутно создавали такие начатки для концепции других, для булгарской, для суварской.
это вот я даже обнаружил, что на венгерском опубликованной статье, мне в ее чтении помогла сотрудница нашего института, Юдит Дмитриева, она венгерка по происхождению. Вот венгерская версия статьи конца 19 века об этом говорит. А еще все статьи Мункача дублировал на немецкий, потому что Австро-Венгрия была. На немецком этого фрагмента нету. А на немецком эту статью о происхождении названия венгров читали многие. На венгерском немногие. Но читал наш Николай Иванович Ашмарин. И вот в архиве нашего института хранится небольшая переписка, ну, точнее, не письма Ашмарина, а письма к нему, к Ашмарину, Мункача, да, где он излагает свой взгляд на связь чувашей и венгров, перечисляет слова, и потом в том же виде, мы это видим в книге «Болгария и Чувашия», у Николая Ивановича. Да, «Болгария и Чувашия» Николай Иванович Ашмарин. То есть во многом Мункач подтолкнул Ашмарина к вот этому исследованию. Но заметьте, если Мункач в своей статье на венгерском уже предполагал, что вот это название Суас марийское, Сувар, Савир, Сабир, о чем сейчас тоже скажем, это как-то связанные слова, то у Николая Ивановича Ашмарина этого нет. Он утверждал именно булгарскую концепцию. И тоже почему, исходя из лингвистических своих взглядов, он считал, что вот как раз марийские заимствования, например, Суас, я думаю, вот Николай Станиславович Мясников немножко вам об этом сказал в прошлой передаче, они первичны, они фиксируют более древнюю форму, а потом вот это «в», оно вставное. Как протезы, да? Да, вставной звук, возникший позже уже на чувашской почве. То есть, а название Сувар, оно же уже в раннем Средневековье фиксируется. И, значит, оно не может быть вот той самой проформой для чувашей. Видимо, поэтому это я тогда мыслю Ашмарина, у него напрямую этого нет. Значит, это вторая основа. И третья основа, вот о чем тоже надо сказать, это проблема народа савиров, сабиров на Кавказе и топонимов, похожих на Сувар, которые тоже есть. Связано ли это с городом Волжской Булгарии и связано ли это с чувашами? И с тем, как двигались булгарские племена из своей истории, там, как мы предполагаем, с Кавказа в Поволжье. Вот это три части проблемы сугубо научные. Ну, вообще, по топонимике, наверное, это один из основных аргументов, в том числе у наших современных суваристов, убежденных, которые говорят, что на территории Азербайджана присутствуют различные города с компонентом сувар, которые, на удивление, еще связаны с начальным словом беля, который беля-сувар как будто бы получается, и беляр и сувар объединенный. Притом, насколько я помню, там еще и огромное количество, потом еще и само название страны Субарту, к которому тоже периодически обращаются, и вот тот самый необычный исследователь Мар, который заявил о том, что все-таки чуваши, наверное, являются потомками вот как раз этих субартов, это имя как бы применялось и к шумерам, насколько я понимаю. И таким образом выстраивается огромная концепция, которая возводит чуваши чуть ли не к шумерам. Вот та топонимика, которая встречается на Северном Кавказе, вот эти племена Сабир и так далее, они действительно связаны с городом Сувар? Или вот эти племена, они были родственны нашим тюркским народам, булгарским, по крайней мере, племенам, или все-таки нет? Можно ли об этом что-то сказать на сегодняшний день? Эта тема очень интересная, она очень сложная. Вот даже то, что я сейчас скажу, это не будет иметь окончательного какого-то решения, потому что источников у нас мало, при том, что савиров или сабиров упоминают византийские источники немало и часто, но они упоминают их событийно. Я даже хочу сказать, что в русских источниках, в летописных, есть тоже упоминание савир. На это не обращали внимания, потому что это пришло через греческие, естественно, источники переводные, и было искажено. Вот у нас есть этнопарк Амазония, и там есть статуя Барикс. Как сейчас говорят, суварской, на самом деле савирской, княжны или царицы, такой прообраз амазонки. Византийские источники упоминают эту Барикс, и в русских источниках она тоже попала. Но вот эта проблема сабир или савир связана с тем, что в византийском греческом языке буква бета стала она стала витой. В. Отсюда у нас имя Василий, да, вместо Базилевса, да. И вот название народа Сабир или Савир, мы не можем сказать, как оно из-за вот этой буквы беты читалось. Так вот, в хронографе, который попал в русский перевод, Воарикс, да, не Боарикс, Воарикс,
и вдовица, то есть она действительно вдова, которая заняла трон после гибели мужа, значит, вдовица, и чья? Там написано не Савиры, а с искажением Савины. И можно подумать, что, что Савины, да, и никто не подумал, а вот упоминается. Но дело в том, что и в византийских источниках я тоже нашел на греческом это искажение. Точнее, в латинском переводе. Савинорум. В латинском переводе хроники Иоанна Млалы. То есть, как эта форма, видимо, в греческом тоже была. Почему-то в искажении. И видите, сколько искажений? Так вот, о народе Савиров что мы знаем? Мы знаем, что они строили... Был очень воинственный народ, действительно, где-то на Кавказе жил, где мы точно не знаем. Они участвовали в войнах за Византию и против Византии. Кто кого нанимал. Или Иран нанимал, или вот византийцы нанимали. И они строили осадные машины. Это очень интересно. Вообще кочевники, как известно, не умеют брать города. А вот Савиры умели строить осадные машины. Об этом сообщает, например, византийский историк хронист Агафий. Были ли они тюрками? Ни имена, вот ни какие-то слова нам ничего не говорят. Есть концепция их иранского происхождения. Она имеет тоже право на существование. Есть концепция их угорского, которая связывает их с названием Сибирь. Такое тоже возможно. Но вот что точно, да, Савиры, вся их история, она помещается на Кавказ и даже за Кавказье. Но не Сувар. Поэтому жесткой связи между названием Сувар и Савир мы доказать не можем. Есть такая концепция, она научная, что Савиры были предками хазар. Потому что в какой-то момент название Савир исчезает, появляется хазар. Но и это тоже доказать очень сложно. Это взято из арабских источников, эта концепция. Как название Савир переоформилось в Сувар, как раз размышляли в начале 20 века. И к этому присоединился вот уже упомянутый вами Николай Яковлевич Мар. Мар был выдающимся кавказоведом. Он сам по происхождению, очень интересно, наполовину грузин, гуриец, если уж быть точным, наполовину шотландец. Его отец шотландский выходец из Великобритании, Шотландии, именно он создатель грузинского чая. Он завел в Грузии плантации чая. Он был уже горец-долгожитель, ему было лет 80, когда он женился на служанке. И от 80-летнего отца родился вот Николай Яковлевич Мар. Удивительно. Это вот, да. Отца, то есть он не знал, он был вот такой гурийский мальчик. Более того, Мар даже грузинского-то не сразу знал. Он говорил на гурийском вот этом диалекте. Они очень сильно различаются, языки вот отдельных территорий Грузии. Но он освоил русский, освоил другие языки. Он был талантливым, окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского университета. Он стал академиком до революции. Это важно. То есть это не на советской волне его так вывело. Да. По-моему, даже он дослужился до какого-то советника, сейчас боюсь сказать неточно. Он получил дворянство. Он получил дворянство вот на этой академической службе в царское время. И по неизвестной причине, это гадают ученые, он на рубеже, вот, когда была революция, гражданская война, он от исследований кавказоведческих перешел к исследованиям более широким, языковедческим. У него была еще до революции концепция ефетических языков. Вот мы знаем из Библии, что у Ноя было три сына, Сим, Хам и Афет. Вот мы говорим языки семитов. Это как раз от Сима. Хам, вот говорим, семито-хамитская семья. Это языки Африки. Хамиты. А Библия, и даже после иных лет, и другие источники средневековые, ефетическими народами называли народы Европы или вот шире теперь Евразии. Тюрк и Афет. Яфет просто так короче говорить, поэтому ефетический. И Мар предположил, что была вот древнейшая языковая семья, общая для Передней Азии. Передней Азии сначала. До семитов. Он ее назвал ефетической, а семиты ее потом как бы накрыли, и вот ее остатками являются кавказские языки и, например, язык басков. Какими-то там движениями, выброшенных на Пиренейский полуостров. А вот в середине 20-х, около середины, может, в первой половине 20-х, он резко изменил свой взгляд и сказал, что нет. Языковые семьи — это буржуазная выдумка. То есть он уже такой марксистский язык освоил. На самом деле языки зависят от стадии общественного развития. И вот древнейшая стадия любых языков — это ефетические языки. Затем, при переходе к рабовладению, пусть это будут семитские. Затем, при переходе к феодализму, это будут вот индоевропейские языки. А в будущем
все языки должны назад слиться в один общий мировой язык. Вот такая марксистская концепция была. И она очень импонировала советской власти, поэтому МАР возглавлял невероятное количество научных организаций. И вес МАРа в ранней советской гуманитарной науке, не только в языкознании, в археологии, истории, в литературоведении, где угодно. Вот, например, на днях я листал книгу по истории искусства, изданную в 1929 году, и в разделе о древнерусском искусстве тоже ссылки на МАРа. То есть вот буквально все находили, как маровские взгляды применить. Древнейшим языком для переднязя был шумерский. Вот Мар его избрал. А его привлек, здесь у меня нет объяснения точного, по разным причинам его привлек именно чувашский, как действительно архаический язык тюркской языковой группы или семьи, и он его объявил, соответственно, ефетическим. Причем тоже вот так по слогам раскладывание. Мар, как языковед, а он еще и семитские языки изучил, все на разные слоги раскладывал. Чуваш, шумер. Вот. При том, что Мар не учитывал, тогда это еще не было до конца исследования, что шумер – это не самоназвание. Шумерами называли этот народ как раз семиты. А сами шумеры себя называли довольно экзотично. Вот в русской транслитерации это имя, название переводят как Сангнгига. Переводится как черноголовые. Вот от этого у нас уже не будет. Но еще в этих клинописных табличках находили название страны Субарту или Шубарту. Мы о них мало знаем, но на этой территории потом жил народ такой, как хуриты, родственники Урарту. А Урарту, это, как было объявлено в раннее советское время, первое рабовладельческое государство на территории СССР. И вот урартоведение, хуритоведение, оно было популярно очень в 30-е годы. Это тоже добавило, вот, казалось бы, к далеким чувашам такой пищи для размышлений. Очень интересно, что суварская теория все-таки смогла все в себе это впитать, объединить и каким-то образом дожила до наших дней. Ну что ж, тему мы немножечко продолжим. Нам пришло время сделать коротенький перерыв. Эллада Данилова вас кадача вам бада. Тебрдемеше самантранах тельбулубрга. Таван осхагал. Таван осхагал. Азильдер захварат пірпірім патрахана рабан Андрей Сергеевич Сараев, историю слыхисен кандидатчик, чуваш патшала гуманитария слыхисен институте наука эщеня. Ну, возвращаясь к нашим суварам, все-таки вопрос, наверное, очень важный, потому что прежде всего, суварская версия сама по себе опирается на один известный источник Ахмед ибн Фадлан, это X век, где как будто бы при перечислении различных племен булгарского государства упоминается еще и племя Сувар, которое впоследствии еще говорят, что у них был предводитель некий, который восстал против Алмуша и отказался принять ислам. Прекрасно вписывается в теорию языческого чувашского населения, условно говоря, и в данном случае как будто бы этот предводитель уже в X веке переселил часть чувашского народа на территории современной Чувашии, уходя от исламизации. Насколько это оправдано? Вот все, что я говорил до этого в первой части программы, вот именно эта вся информация повлияла на интерпретацию текста сочинения Ахмеда ибн Фадлана. Ага. Потому что если мы просто читаем текст, без его интерпретации, ничего из этого там нет. Включая и название Сувар. Я вам тут упоминал вот об этой искаженной форме Савины. Так вот, там говорится о группе людей Сван. Сван. Да. Тоже безгласный, поэтому вокруг последней вот этой буквы «Н», она там ясно читается, что это буква «Н», как раз возникли теории. Может быть, это искажение, и точка поставлена случайно. И должна была быть буква «Р». Но буква «Р», вот мы же смотрим, как вообще пишутся буквы в данном источнике, они вообще по-арабски. Буква «Р» так не пишется. Ну, в этом источнике. Она слишком длинная получается. Возникла концепция, что это «З». Но «З» тоже, «З» пишется короче, да? Поэтому там однозначно стоит «Н», и здесь, вот если мы беспристрастно подходим, либо это вообще просто описка какая-то, либо действительно это какое-то другое название. Вот знаете, как есть пруссы, а есть русские. Да? Вокруг этого тоже много разных возникает. Похожие названия бывают. Да? Нет, есть словени, да? Есть, мы знаем сейчас, словаки, да? Но на своих языках-то они одинаково называются славянами. Это может быть какой-то родственный слой, но вовсе не обязательно это слово «сувар». Это первое. Второе. Предводитель, вырок, да, сейчас даже люди себя пытаются так назвать. Даже называют. Да, с этим словом еще больше проблем. Над ним нет никаких точек, и оно вообще никак не читается. То есть просто ВРГ? Нет,
Там вообще ничего не считается. То есть это вообще придумано, что ли? Нет, это тот случай, когда точки какие-то ставить надо. Но какие мы не знаем. Если вот мы посмотрим комментарий к изданию Ахмеда ибн Фадлана, Ковалевского, к первому особенно изданию, когда он еще был более беспристрастный, когда вот эти взгляды он еще не знал. Потом, когда он узнал, он это все, и вот то, что вы сейчас изложили, это вот он это уже потом развил. Понятно. А к первому изданию он там вариантов 15 приводит, как можно расставить точки и прочитать это непонятное слово. Потому что оно действительно искажено. Что-то там обязательно поставить надо. И там еще есть такая черточка. То ли это просто значочек, то ли это буква неясно прописана. И если мы этот значочек читаем, тогда там будет, вот это будет не «в», а, скорее всего, это будет гласное. И вот так сделал открыватель текста Ибн Фадлана Ахмед Заки Валиди, или Ахмед Закиевич Валидов, башкирский деятель, который в 23 году в Иране нашел как раз и полный список сочинений Ахмеда ибн Фадлана. И он вот этот значочек, он туда точку тоже поставил, получилось «б». И все это слово прочитал как тюркский титул «буюрук». А это, как бы полковник, если хотите, если вот, там, условно мы так переводим. Но если, опять же, мы беспристрастно читаем текст, там что говорится? Болгарский предводитель Алмуш заявил, что вот вас Аллах дал мне в руки меч, если за мной не последуете, он вас покарает. И Ибн Фадлан дальше пишет: убоявшись этого, все пошли за ним. То есть никто никуда не переселялся. Все пошли за ним. Даже если мы вообще интерпретируем это слово как сувар, в лучшем случае это будет говориться о том, что об основании города Сувар в Волжской Болгарии. Мы действительно не знаем, как были основаны города Булгар и Сувар. Мы действительно можем предполагать, что это название пришло с Кавказа, потому что, вот я, как вам уже говорил, на Кавказе, помимо слова «савир», там есть слово «сувар». Мы не обязаны эти слова связывать. По крайней мере, в одном источнике у Ибн Хардадбиха. Он был перс по происхождению и начальником почт был. И, в общем, он написал вот такой путеводитель, грубо говоря. И вот он упоминает город Сувар на Кавказе. Ну, немного по-другому написано, но там другие звуки, там краткие звуки, гласные. Но читается как Сувар. Может быть, булгары принесли это название с Кавказа, мы не знаем, потому что есть еще у нас другие слова, которые мы с чувашем не связываем, и на них не обращаем внимания. У нас есть эсегель или оскал, который упоминается в разных источниках. У нас есть эсегель, похоже на название среднеазиатских тюрк-чигиль, например. У нас есть Баранджар, упоминает Ибн Фадлан, там же, на той же самой странице. А на Кавказе другие авторы упоминают город Беленджер. То есть вот такие топонимические сопоставления у нас есть. Но было бы глупо думать, что вот племена вот так собрались, и так мы из этого города уходим и называемся. Это довольно странно. Такие пересечения в топонимике бывают, когда названия гуляют. Например, с первой столицы Дунайской Болгарии Плиска и старая форма названия русского города Псков Плесков. Да, интересно. Похоже называли. Или название племен уличей древнеславянских и теверцев. Уличи — это угличи по-другому. Вот у нас есть два города рядом на Волге, на Верхней, Тверь и Углич. Но никто не производит, что вот одно племя теверцев с Приднестровья ушло и основало Тверь, другое там же Углич. Ну, вот по Сувару, наверное, тогда еще два важных вопроса у меня остается. Из-за того, что были обнаружены монеты с надписью «Сувар» как раз-таки, была высказана мысль, наверное, неоднократно, и в том числе татарскими исследователями, что Сувар был неким обособленным княжеством, типа как феодальная раздробленность определенная в Волжской Болгарии, в данном случае вот Суварское княжество само по себе. Но это однозначно. Это однозначно, потому что монеты просто так никто не выпускает. Что Сувар был какое-то время от Булгара независимым, это правда. Вот по монетам это очень сложно. Там есть имена правителей. Такое ощущение, что и там правила одна династия потомков Алмуша. Просто вот как, знаете, отец разделяет между сыновьями, а у него известно, что из Ибн Фадлана мы знаем, что у него сыновья были, царство свое. Но с конца X века у нас сведений о том, что это было независимое, нет. Вообще наступает безмонетный период. А потом мы видим Булгарию как государство единое. Единое уже. И вообще столица переносится, по-видимому, судя... Опять же, источники нам ничего не говорят, но раскопки показывают, что был город еще третий Беляр, который по размеру превосходит и Булгар, и Сувар. Скорее всего, туда столица. Письменных источников на этот счет нет, это только предположение. Чисто археологически мы знаем, что во всех трех городах даже один и тот же процент керамики, распределение. Одна и та же культура. То есть какой-то культурной особенности вот у Суварского... Ни у Болгара, ни у Беляра, ни у Сувара, ни даже у нашей Большой Таибы.
Даже в Большой Тайбе примерно... Все то же самое. Все то же самое. То есть это прям единый общий культурный массив. Это вот удивительное культурное слияние Булгарии, поэтому и возникло сомнение, что если даже на Кавказе были какие-то отдельные еще племена, или не на Кавказе, или на Доне, смотря откуда они, мы до сих пор не знаем точно, откуда они двигались, эти различия, скорее всего, исчезали уже там. А почему несли эти названия с собой болгары? Ну, наверное, как-то они... Мы даже не знаем, я тут почему замялся, там нет городов. Вот в Подонье болгары городов не оставили. А здесь города возникают. Мы не понимаем, под каким влиянием возникли болгарские города. Судя по архитектуре зданий, предполагается даже, что под русским. Или другие авторы предполагают, что под каким-то среднеазиатским. Вот. Интересно. А не могло быть переселение хазар, которые уже известны с Алтавамайской культурой? Хазары этому переселению способствовали, безусловно. Тот же Ибн Фадрон рассказывает о политической зависимости от хазар. Это, да. Может быть, под влиянием хазар возникает. Хазарские города тоже очень плохо известны, потому что значительная их часть еще не открыта. Тот же Итиль. Поэтому можно говорить о том, что это было уже не этническое, а такое организованное государственное переселение. Поэтому и возникают государственные структуры. Мы знаем о титулах Эльтебер. Алмуш носил тюркский титул Эльтебер, что значит правитель области, над которой есть Каган. А Каган был хазарским. Андрей Сергеевич, у нас осталось всего лишь несколько минут, поэтому буквально за 1,5 минуты нам нужно еще один вопрос обсудить. Это город Веда-Суар, который называют предшественником Чебоксар. Вот что это за город такой? И действительно ли его можно возводить к Вода-Завар, средний Сувар, который возник здесь? Это тоже такая историографическая, на мой взгляд, ошибочная концепция. Все это происходит от карты середины 15 века Фарамаура, венецианской карты, где в земле Амазонии показан город Веда-Суар. Во-первых, карту нужно перевернуть. Юг там сверху, север внизу. Это принято у арабов. Да, принято у арабов. И я думаю, что здесь на ориентацию этой карты оказало арабское влияние. И вот мне удалось обнаружить на действительно арабской карте мира в словаре Махмуда Кашгарского, в словаре тюркских языков, где упоминаются тоже выходцы из Сувара, города Булгар-Сувар. Но город Сувар там показан рядом с рекой Волгой. И вот река Волга написана по-арабски. Не обычным арабским словом «нахар» — река, а другое слово он использовал — «вади». «Вади», «атал» и «Сувар». Написано это все рядом, почти слитно на этой карте. И можно предположить, что на такой же карте, или даже на этой, сложно сказать, какие-то европейские картографы просто транслитерировали, то есть букву в букву передали это название. Не поняв вот это слово «вади», присоединили его к Сувару, а река на этой карте тоже Итиль написана Фарамауру. И получилась река Итиль и Веда-Суар. На мой взгляд, это просто Сувар, попавший на эту карту вот с таким названием, приставкой. Сувар Вади Атал. Да. То есть Сувар на Волге. Да. Все прекрасно. Огромное спасибо, Андрей Сергеевич, за эту содержательную беседу. Думаю, мы еще неоднократно увидимся на наших эфирах, потому что столько всего интересного, и с Суварами в том числе, как оказалось. Ну, мы нехту замерзем, Бирбанхи Кларма вышлеть, парасиримбе Эбабулдам, Сандриль Диари, Бирбан Савар и Давне, Сюцы Яврамар, Андрей Сергеевич Сараев Пам, история слахизень кандидатжа, Чеваш Пачалы гуманитарий слахизень институчин, Ерце Бараган, наука эщеня. Тогда депритель Булычин сазастыла Данилова, Чебер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.